хочешь показать всей стране, что ты можешь, тогда участвуй в челлендже «Я могу». Мы передаем челлендж школам Республики Коми. Покажите, что вы можете! Учащиеся Красноярского лицея передают Коми танцевальный челлендж. А вот и ответ. Вызов приняли сразу несколько школ. «Я могу» челлендж – это своеобразный привет от детей из разных регионов друг другу. Объединяющая акция на уровне страны. Коми в десятке сильнейших в российском движении школьников. Всероссийский конкурс РДШ территории самоуправления. Предлагалось представить, органы самоуправления и проекты, которые ребята реализуют. Наша республика в числе лидеров, подавших наибольшее количество заявок по стране. Я надеюсь, что наши школы в республике получат на 400 тысяч, победители конкурса получат оборудование на 400 тысяч в кабинет РДШ. 300 дней в году в РДШ – это конкурсы, акция, задания по 4 направлениям. Есть и региональные проекты. На носу смена по гражданской активности, 4 республиканских слета в Гренаде. В республике Коми сначала была пилотная школа, в этом году, в учебном году уже начинают работать школы и уже плодотворно работают все школы города Сыктывкара. Детей много. Честно могу сказать, потому что в этом заинтересованы сами дети. Им это очень нравится, потому что это их перспектива. Самое многочисленное объединение РДШ в столице Коми. Здесь создано местное отделение. Но важен даже не процент учащихся в движении, а качество работы. Все мы знаем, когда родители приходят после собрания и нам влетают. Давайте посмотрим, что будет, если дети будут ходить на собрания к родителям. Ученики 12-й школы готовятся к КВН. Их команда СССР – союз самых смешных ребят. Как пилотная площадка РДШ учреждение заработало положительные отзывы на федеральном уровне. У нас есть большой штаб малышей, то есть ребята активно с самого раннего возраста принимают участие в мероприятиях. Они проводят мероприятия, как те, которые являются днями единых действий в РДШ, предлагаемые мероприятия РДШ и инициируют свои мероприятия, которые мы в школе проводим очень часто, буквально каждую неделю, каждый месяц у нас что-то есть интересное для ребят. Фантазии ребят нет предела. Один из последних проектов – первый фестиваль «Ночь в школе». Посткроссинг, книжный клуб, настольные игры, песни под гитару – всего 9 площадок. Около 200 участников, в том числе учителя и родители. Это здоровый и интересный досуг. Такой выбирает движение школьников. События осветили в новостях. Это еще один новый проект. К тому же в школу приехал российский космонавт Павел Виноградов. Он выходил в открытый космос 7 раз. Ребята после такой встречи вышли в телеэфир. Он видел нашу планету с невероятной высоты, конечно, из космоса. Ему бы не удалось рассмотреть где-то там, вдали, 12-ю школу. Именно поэтому мы решили познакомить его с нашей школой поближе. Все 24 часа в сутки у экипажа расписаны буквально по минуте. Поэтому у нас есть целый большой раздел научно-прикладных исследований. 1,5 года назад РДШ в республике начиналось с 20 пилотных школ. Сегодня ограничения сняты. Желание вступить в движение изъявили 224 образовательные организации. Есть постоянный актив региона – порядка 2000 ребят. И это только начало. Ольга Коняева, Иван Богомолов, телеканал Юрган.